Искренняя улыбка при встрече – отличный знак предстоящего приятного общения. Вот и я спешу ею с вами поделиться. Впереди у нас минуты интересной, а главное полезной информации и знакомства с новыми героями нашей программы. Студия 11 начинает свою работу. Поехали! Креативный музей – главное хранилище артефактов и исторических документов. Национальный музей Коми стал победителем федерального конкурса. Рядом с малышами дошкольные работники отмечают профессиональный праздник. Каково это 20 лет воспитывать карапузов? Покраска на зиму. Готовим плодовые деревья к снежному плену. Национальный музей Республики Коми стал победителем конкурса «Креативный музей». Конкурс проводился впервые. Елена Красильникова узнала все подробности. Этот зал отдела истории Национального музея Коми через полгода преобразится. Экспонаты, которые хранятся в этих стенах, гармонично и естественно войдут в театральные постановки. Да, здесь будет музейный театр. Он приблизит для нас с вами людей, которые жили в республике в разные годы. Откроет новый экспериментальный проект, спектакль «Пишите письма» Сергей Довлатов. Как известно, в начале 60-х солдат-срочник Довлатов служил надзирателем в зоне в Книжпогосском районе и отправлял письма студентке Коми-пединститута Светлане Меньшиковой, портрет которой увидел в газете. Эта переписка многое изменила в его жизни, и как писатель он родился именно в это время. Ты мне, Меньшикова, спасла жизнь. И это не громкие слова, а самая простая правда. Этого я тебе никогда не забуду. И обещаю тебе жить так, чтобы ты была счастливой. На это письмо ты не отвечай, так как я уже уеду к тому времени. А я, когда приеду в Ленинград, сразу же тебе напишу. До свидания, любимая. Мы видим документальный фильм, созданный Национальным музеем и Академическим театром драмы имени Виктора Савина. Сценарист Юлия Эккрат, письма читают Эльвира Путинцева и Владимир Рочев, он же автор музыки на стихи Довлатова. Причем песенку про зеленого солдатика, по словам Светланы Меньшиковой, Владимир Рочев исполняет так, как 60 лет назад это делал Сергей Довлатов. Настолько глубоко артист прочувствовал материал. Однажды утром рано он повстречал Светлану и ждал услышать вслед, что плохо он одет. Глядите-ка, солдатик, зеленый как салатик. Съемочной площадкой стали разные уголки отдела истории, даже те пространства, которые посетители обычно не видят. Например, спуск в подвал. Мужчина должен быть мужественным, женщина женственной, ребенок ребячлив, собака послушная. Светлана Меньшикова, которая и сейчас живет в Сыктывкаре, 2 года назад согласилась, чтобы письма показали на выставке. Сегодня, посмотрев этот фильм, созвучно ее воспоминаниям и понимая, в каком ключе будет подаваться личная переписка зрителю, поддержала и другие предложения музея – издать письма и сделать большую постановку. За нее берется молодежный театр Коми. Не просто эпистолярный роман. Это гораздо больше, это вообще о том, как один человек может помочь другому человеку, даже если он о нем ничего не знает, даже если он просто хочет его поддержать в трудную минуту. И, в общем-то, этот проект именно об этом. Этот масштабный проект победил в конкурсе «Креативный музей» благотворительного фонда Владимира Потанина. Спектакли и книгу увидят не только жители нашей республики. Результаты проекта представят на фестивалях «День Д» в Санкт-Петербурге и «Пушкиногорье» в заповеднике Михайловское Псковской области, где расположен музей Довлатова. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают люди, которые проводят с нами, пожалуй, большую часть нашего детства – воспитатели и нянечки. Если говорить официально, то 27 сентября отмечается общенациональный праздник – День воспитателя и всех дошкольных работников. К слову, первый детский сад в России был открыт в Санкт-Петербурге именно в этот день 159 лет назад. От души поздравляем всех, кто помогает развиваться нашим малышам. Спасибо вам за вашу заботу и чуткость. И в студии 11 сегодня как раз
прекрасный представитель этой профессии. Евгения Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, от души, от нашей команды мы поздравляем вас с этим потрясающим праздником, осенним праздником. Как вообще вы пришли вот в эту профессию? В эту профессию я пришла не просто так. За моими плечами уже было 2 профессии, да, и в династии у меня и прабабушка, и бабушка. Прабабушка у меня была директором детского дома, а бабушка была заведующей детским садом и воспитателем детского сада. То есть даже когда я пришла в детский сад, не работать воспитателем, а другую профессию, просто увидела всю эту работу и влюбилась, понимаете? Вот эти детские глаза, это их внимание, и признание их, когда они идут и говорят: а вы завтра к нам придете еще? А мы завтра еще увидимся. И вот это, я в это влюбилась и просто не смогла уже оставить. Евгения Васильевна, сколько вы уже воспитателем работаете? Воспитателем я работаю 21 год. Много, да. Что самого сложного в этой профессии, вот по вашему мнению? По моему мнению, самого сложного, таких сложностей в моей работе, да, нету. Потому что если любишь свою работу, то и работа не будет сложной. Ни одного дня не проработаешь, а будешь идти с удовольствием и отдавать все себя детям. Ну, к слову, вы не просто воспитатель, вы старший воспитатель. Да. Что, вот чем разнится старший воспитатель и просто воспитатель? Воспитатель работает с детками, отдает себя детям. А старший воспитатель, он уже больше работает с педагогами, да, он наставляет педагогов, он сплачивает педагогов, да. И вот одной из целей моей работы как старшего педагога сплотить коллектив для единой цели, да, для воспитания наших деток. Для команды? Для команды, да, чтобы все шли в одну ногу и смотрели в одном направлении. Во сколько начинается ваш рабочий день? Я знаю, что воспитатель вообще это самая сложная, мне кажется, профессия. Вот учитель, воспитатель. У воспитателя начинается рабочий день в 7 утра. Вы встречаете деток, да? Конечно. Обязательно приходят, воспитатель встречает деток, есть настроение, нет настроения. Они всегда улыбаются, всегда довольны. Настроение плохое оставляем за пределами детского сада. И встречают деток с улыбкой и с открытой душой. Ну, вы работаете в том детском садике, в котором я был. Я очень люблю этот детский сад. Вот, кстати, когда я был в этом детском саду, у нас были занятия. Сейчас что-то поменялось в образовательной системе, вот именно дошкольников, или нет? Занятия как таковые тоже остались, конечно же, да, но они сейчас проходят немножко в другой форме. Сейчас форма игровая получается, да, все занятия, то есть дети не сидят там, да, за столами или еще что-то. Вот, они постоянно, у них игровая деятельность, да, и смена видов деятельности. То есть сейчас упор больше идет на детскую инициативу, на творчество и на самостоятельность. То есть и здесь играет развивающая среда, в которой дети развиваются, в которой вообще проводят время. Ну и вы готовите детей к школе, да? Конечно. У нас с самого раннего возраста, уже со 2-й младшей группы, у нас уже идет подготовка к школе, конечно. Это все и занятия, да, проводятся, естественно. Ну, а более к старшему возрасту уже идет подготовка к обучению грамоте. У нас математика. Вот нас сейчас смотрят телезрители. Советуете ли вы идти в эту профессию? Конечно, советую идти в эту профессию. Это замечательная профессия, интересная. Но почему-то, к сожалению, не хотят молодые педагоги, да, ну, и после училища, колледжа идти туда, может быть, чего-то бояться. Но я хочу сказать, что это не страшно, это интересно, здорово. И если тем более это призвание, то молодые, обязательно идите, пробуйте себя в этой профессии. Главное ничего не бояться. Главное ничего не бояться, идти и делать, и отдавать всю себя детям. Евгения Васильевна, в лице всех воспитателей Республики Коми мы поздравляем вас с этим праздником. Спасибо большое. Удачи. Очень спасибо. Дачный сезон уже на закате. Остается только подготовиться к предстоящей зиме. Особое внимание, конечно, нужно уделить растениям и деревьям на своем участке. И им предстоит пережить суровые месяцы. Но все будет хорошо, если заранее помочь своим плодоносящим деревьям. Как это сделать, подскажет Александр Попов. Вообще, каждый год плодово-ягодные культуры, особенно вот если они обильно отплодоносили, мы всегда обязаны очень хорошо покормить. Но, так как, опять же говорю, у нас весной не хватает времени, достаточно его мало, я, например, в зиму обрабатываю все свои плодовые деревья и кустарники препаратами против всех видов болезней и вредителей. Но данные препаратами всегда нужно обрабатывать, когда листья уже ушли у нас. То есть, когда у нас ствол голый, когда у нас ветки голые, когда у нас почки уже зарубцевались
оторвались и ушли в покоящее состояние. Среди всяких трещинок в коре, среди вот, допустим, срастания ветвей со стволом и так далее, также в приствольном круге всегда находится большое количество вредителей. Это и тли, у кого есть щитовки, у кого есть трипсы и так далее и тому подобное. То есть против этих видов болезней и вредителей необходимо обрабатывать, позднюю осеннюю обработку делать. Сейчас у нас уже листва практически на всех культурах опала, и, соответственно, можно обрабатывать. Я, например, развел уже и опрыскиваю все ветки, тщательно смачивая. Сейчас в зиму мы подкармливаем всегда теми же самыми фосфорно-калийными удобрениями из расчета 60-70 грамм на одно растение, грубо говоря, чуть больше 2 столовых ложек. И если большие, например, растения, большие яблони или большие вишни, то я вношу до 100 грамм фосфорно-калийных удобрений, обязательно даю микроэлементы. Никаких азотных удобрений в зиму мы не даем. Вот. Я, например, здесь уже внес микроэлементные удобрения, а также внес фосфорно-калийные удобрения. Я немножечко их задел, и сверху я сделаю вот такое вот мульчирование. Мульчирование можно делать торфом, можно делать корой, например, мелкая сосновая кора, которая дает и дубильные хорошие вещества, и одновременно дает элементы питания в почву, разлагаясь. И у нас не растет сорная растительность. Плюс мы немножко, так сказать, закрываем элементы питания, внесенные в наш грунт. Не забывайте, что корневую шейку, там, где у нас есть прививка, мы никогда не зарываем. После этого нам необходимо побелить. Для чего мы белим наши растения? Весной снег вверх никогда садится, ничего страшного в этом нет. Внизу ствол находится достаточно длительный период времени без солнечного света. Соответственно, он немножко, своего рода становится белокожий, как по-нашему, да, то есть если с севера приехал. И солнечные лучи, которые после схода снежного покрова будут обжигать кору стволов плодовых деревьев. Это очень сильно бьет по яблоням, по грушам, по вишне и по сливе. Соответственно, такие черные пятна появляются огромные. После этого дерево, естественно, не выживает и гибнет. И это своего рода защита. Но в наших условиях очень много мышей. И также ранней весной у нас просыпаются такие вредители замечательные, как муравьи, в кавычках замечательные, которые начинают поднимать тлю, который начинает питаться вышедшей почкой. Чтобы этого избежать, нам необходимо побелить ствол. На зиму мы красим специальной садовой краской. Весной мы белим специальной садовой побелкой. В краску я добавляю всегда немножко дегтя. Это буквально 1 чайная ложка. Для чего это сделано? Для того, чтобы мыши и другие вредители не ели наше плодовое дерево. И одновременно я добавляю буквально кончик чайной ложки медного купороса. Это сделано для того, чтобы избавиться от болезней, находящихся в приствольном круге и в округе корневой шейки нашего растения. Здесь я уже замешал все. Вот такой вот растворчик получился. Его лучше домешать, довести до состояния, чтобы все элементы наши перемешались. И обильно все прокрашиваем. Такие способы нам помогут избавиться и от ожогов, и от болезней, и от вредителей. Достаточно так побелить. Я буду белить на 3 раза. То есть сейчас подсохнет краска, я побелю еще 2 раза. Вот такие небольшие способы рекомендаций, как приготовить плодовые деревья к зиме. Тем временем мы подошли к середине выпуска. Продолжим нашу программу сразу после короткого перерыва. Не переключайтесь. И снова мы в эфире. Всем привет, кто только подключился. Впереди 10 минут интересной и полезной информации. Поехали! Зачитанные до дыр. Как приводят в порядок потрепанные книжки. Собрался в турпоездку, получи консультацию. Кому обратиться за советами перед предстоящими путешествиями? Когда душа поет, наслаждаемся голосом исполнителя из Печоры в этот прекрасный осенний день. Бывают книги, которые хочется зачитывать до дыр. И как же обидно обнаружить на любимой обложке потертости, а в переплете оторванные странички. В Национальной библиотеке Республики Коми печатные издания берут регулярно. Бывает и такое, что книгу прочитывает 1000 человек. Как потом их приводят в порядок, узнала Алена Туркина.
На столе Елены Туркиной можно увидеть немало приспособлений для работы. Тут и клей, и самые разнообразные пресс-папье, канцелярские ножи, ножницы. Но наша героиня все равно настаивает, что главный инструмент в этом деле – опыт. Реставратором в Национальной библиотеке Елена работает уже больше 20 лет. Через ее руки прошли тысячи книг, а сколько газет не сосчитать. Страницы периодики сами по себе хрупкие, от прикосновения не могут порваться, а от солнца выцвести. Потому, чтобы издание могло храниться десятилетиями, его оформляют особым образом. Подшивка газеты вот с мая по июнь. Мы вырезаем картон, закладываем в дрель, в станок, дрелим, прошиваем, как бы вот обклеиваем тканью и сдаем в периодику. С книгами сложнее. Читатели забирают их из стен библиотеки, а там уже даже в сумке помяться обложка может или страничка порваться от неловкого движения. Когда травмированная книга возвращается, ее сразу относят в мастерскую реанимировать. Мы измятости, заломы разглаживаем, а потом только можно восстановить. Вот если такая мелкая работа. Если крупная, то мы садимся за стол световой и восстанавливаем странички на световом столе. Лечение странички не занимает много времени. По крайней мере, эту неприятность Елена устранила буквально за 10 минут. Пара ловких движений и надорванности как не бывало. С книжной старостью реставратор тоже борется. Время придает изданию всем знакомый желтый оттенок. От него нужно избавиться в первую очередь. После такой вот промывки мы вот, потом они становятся вот тут желтые, они вот такие становятся беленькие, светленькие. После промывки они, желтизна уходит. Особо ценные экземпляры отправляют в переплетно-реставрационные мастерские Москвы и Петербурга. Там побывал и этот псалтырь 20 века. Восстановлен сам переплет, натуральная кожа очень мягкая. И не скажешь, что это книги там более 100 лет. Сохранены все детали книги. Видно, что здесь она проходила реставрацию, такие забеленные края. Все, что было разорвано, пытались склеить, сохранить. А сам оригинал обложки, в каком он был плачевном состоянии, да, мы тоже для себя сохранили, чтобы понимать. Или видели наши, предположим, коллеги, которые через несколько лет придут работать, молодые, какая она была. То есть обложка была вот такой, в ужасном состоянии. Видно, что побывавшая, много чего увидевшая. Елена признается, что работа в мастерской есть всегда. Реставратор книг – профессия нужная, пусть мы порой и не задумываемся об этом труде, когда берем что-нибудь почитать в библиотеке. И теперь, когда вы знаете, что о книгах есть кому позаботиться, читайте аккуратнее и возвращайте издание в том же виде, что и взяли. Решить поехать в путешествие – это лишь полдела. Куда больше усилий уходит на подготовку поездки. Ведь сколько нюансов стоит соблюсти: выбрать наиболее удачный маршрут, забронировать место проживания, определиться с развлекательной программой, а еще не прогадать бы с погодой. Со всем этим путешественнику могут помочь консультанты по туризму. Помощь в организации маршрута жителям Республики Коми любезно оказывают в туристическом агентстве «Турэксперт». Один из его консультантов, Елена Караулова, недавно стала гостьей нашей студии и в подробностях рассказала, как происходит взаимодействие консультантов и путешественников. Вы как турагент, расскажите, что же входит в ваши обязанности? Клиенты обращаются с определенным запросом по выбору направления, учитывая сезонность, бюджет, предполагаемый тип отдыха. Да? И здесь наша задача максимально сэкономить не только деньги клиента, да, но и самое дорогое, что у него есть, это время. И вот ваша компания, какие в основном направления сейчас предлагает туристам? Сейчас огромная популярность пользуется Дальний Восток, Камчатка, озеро Байкал. Огромную популярность приобретают туры по Золотому кольцу. Спрашивают часто речные круизы. Ну и, конечно, акция от Ростуризма «Кэшбэк» в размере 20%, да, на туры по России. Она тоже дает о себе знать клиентам. Это очень нравится. А если говорить из-за границы, она тоже доступна? И вот жители Коми куда чаще отправляются? Здесь мы можем говорить про курорты турецкого побережья, это Средиземное море и Эгейское море. Мы продаем активно Ближний Восток, это Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и, конечно же, курорты Красного моря и Египет. Ваша компания уже 9 лет на рынке, довольно долгое время. И
какая же у вас клиентская база? То есть она пополняется ежегодно? Ну, несомненно, клиентская база наша растет из года в год. Здесь мы можем похвастаться, что более 3000 человек уже являются постоянными клиентами нашей компании. И хочется отметить еще такой немаловажный факт, что такой пласт туристический, он с каждым годом, из года в год молодеет. То есть изначально мы отправляли более старший сегмент, а сейчас уже отправляем детей этих родителей. В последнее время большую популярность у нас имеет активный образ жизни, и многие люди, выезжая на отдых, стараются еще и как-то лично перезагрузиться, такой вот ретрит получить. И если говорить об этих направлениях, они пользуются популярностью в Коми у нас? Это йога, ретрит, фитнес-туры. Кстати, наша компания одна из первых начала организовывать подобные программы. Мы отправили уже более 10 групп, не только по многим городам России, но и были туры у нас выездные в Таиланд, на Кубу, подобные программы. И вы, как опытный путешественник, вы посетили уже больше 20 стран. Что можете сказать о перспективах туризма на будущее, на ваш взгляд? У нас идет такая эра глобальной диджитализации, да, то есть если раньше для того, чтобы забронировать себе поездку, организовать тур, нужно было ножками дойти до авиа-ЖД-кассы, до турагентства, да, то есть сейчас это делается все онлайн, действительно каждый может выступить как самостоятельный турагент, и я понимаю, что какая-то пятилетка может изжить такую профессию, как турагент в принципе, поэтому здесь я хочу сделать акцент именно на том, что я не турагент, я эксперт-консультант в плане туризма, да, то есть у меня опыт действительно более 20 стран уже посещенных лично, и здесь из года в год я делаю ставку именно на личное самообразование. Это бесконечные семинары, тренинги, обучающие вебинары. Безусловно, основной еще и сферой является личное посещение стран в рамках рекламных туров, именно для того, чтобы стать экспертом в этой области. Обращаясь в нашу компанию, человек исключит эту цепочку поиска информации, то есть он задает мне вопросы, и я сразу на него отвечаю, уже исходя из личного опыта путешествий. Когда душа хочет петь, отказывать ей в этом не нужно. Включайте любимую песню и во весь голос подарите самому себе строки музыкального произведения, которые откликаются в душе. Такого принципа и придерживаются участники команды Art Mix из Печоры. Давайте же подпоем знаменитой песни Стаса Пьехи в исполнении Максима Хозяинова. Сердце мое, ты будешь всегда. Я помню о том, каким был серый мир без тебя. Я живу только тобой. Я учусь держать. Ты моей стала звездой. Теперь хочу одно я сказать. Я с тобой смогу о чем-то главном мечтать. И выше небу солнце взлетать. Твои ладони держу лежать. И к этой минуте, друзья, у нас все. Это была «Студия 11». До встречи в эфире. Пока!